В эфире новости, в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. В начале коротко о темах к этому часу. В Якутске стартовал новый модуль программы «Якутия. Земля героев» по управлению в госсекторе. Он продлится до 2 февраля. В Верхневилюйске прошел открытый турнир памяти Николая Корякина, первого мастера спорта СССР по вольной борьбе. Участие приняли 134 спортсмена. В Покровске впервые за 5 лет прошли крещенские купания. Купели традиционно оборудовали на реке Лена. В столице республики стартовал очередной образовательный модуль программы «Якутия. Земля героев». Он продлится до 2 февраля и будет посвящен теме управления в госсекторе. При этом наставниками курсантов, всего их 24, выступят действующие министры, главы муниципалитетов и руководители крупных компаний. В рамках обучения особое внимание уделят развитию управленческих компетенций участников. Так, в ходе очной сессии были рассмотрены лучшие практики развития предприятий госсектора и эффективных подходов экономического развития. Как отметила член общественного совета программы Наталья Кашперская, итоговые проекты участников внесут изменения в жизнь всех якутян. Поэтому социальный эффект от обучения курсантов мы заметим уже в ближайшее время. Это тот проект, который, естественно, внесет изменения в нашу с вами жизнь, в жизнь обычных людей. Это вопросы газификации, это вопросы транспортной доступности, это вопросы патриотического воспитания и многие-многие другие те вопросы, которые мы считаем действительно актуальными и сейчас еще не совсем уверены в том, как нужно верно подойти к их решению. Воспитанник ЦДО и дипломат научно-практической конференции «Шаг в будущее» Айтал Жирков разработал экономический термогибочный станок ТВМ для работы с термопластами. Устройство позволяет создавать сувениры и корпуса для технических проектов, обеспечивая высокую точность и сохранение качества материала. Основными преимуществами разработки стали ее низкая стоимость и простота в эксплуатации по сравнению с существующими аналогами. Я сначала увидел в интернете такие интересные подставки для телефона, которые были не вырезаны, а именно согнуты каким-то странным образом. И я заинтересовался этим и решил найти способ, как воссоздать это своими руками. И наткнулся на термогибочные станки, но готовые их версии были слишком дорогими, от 15 тысяч и выше. И поэтому я захотел сделать более доступную и экономически выгодную версию своего станка, который не уступает конкурентам. Эта история Каратая закончилась хорошо. Открытый в 2020 году детский садик в селе Юнькюре сегодня выглядит на отлично. Прошло почти 6 лет в садике, все так же тепло, работают все необходимые службы. Чтобы повысить комфорт работников, приобретена посудомоечная машина. Все окна из хорошего пластика. Из малого складывается целое. Созданы все условия для коллектива. В 2020 году в селе Юнькюрь распахнул свои двери навехонький каменный детский сад. Это была огромная радость для всех жителей села, ведь ждали его очень долго. Вообще очень крупно повезло, так как мы попали в проект по программе «Добрые дела» в Якутии, да, и нам построили детский сад. Конечно, строительство шло очень долго. Очень много поколений, конечно, мы подняли, воспитали. И сейчас вот приходят даже внуки наших воспитанников первых. Сегодня маленькие юнкюрцы с удовольствием бегут в свой второй дом. Просторные светлые комнаты, замечательное оборудование – все радует. Более 40 лет работает в этом саду Вера Ильинична Бояркина. Она знала времена, когда о элементарном сегодня благоустройстве даже и не мечтали. Сильно отличается старый детский садик, здание старое? Ну, конечно. Сейчас-то у нас благоустройство, а в старом садике мы все это на руках носили, еду носили на руках, в ведрах. Там количество детей, конечно, очень большое было, очень большое. И это у нас была
ведерно-выносная система, и мы все это на своих руках, на своих плечах таскали, выносили, горшки мыли, а сейчас это совсем другое. Это мы, посудомоечная машина у нас есть, туалеты утепленные, вообще очень хорошо даже, очень. Мария Долбараева, приняв ключ от строителей, вместе с ним приняла и ответственность. И надо сказать, что справляется на отлично. Мы уже становимся второй раз победителями на республиканском уровне. Лучший сельский детский сад. Вот в 2017 году мы стали победителями в номинации «Лучшая оздоровительная программа». А в 2024 году мы стали абсолютными победителями в конкурсе «Лучший сельский детский сад» в Республике Саха-Якутия. Да, и мы движемся в том же направлении, и у нас как бы это все получается, потому что, если созданы все условия, то и работается легко. И при всем имея талантливых детей и талантливых педагогов, поэтому я считаю, что мы заслуженно несем данное звание. Из пожеланий остается одно – побольше ребятишек в селе, как и в любом другом. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. В Верхневилюйске провели открытый турнир памяти Николая Павловича Корякина, первого мастера спорта СССР по вольной борьбе в Верхневилюйском улусе. Участие приняли 134 спортсмена из 4 улусов и города Якутска. Дети 2013-2014 года рождения на 10 весовых категориях, дети 2015-2016 года рождения на 9 весовых категориях. В течение всего дня на 2 коврах борцы показали захватывающие схватки, множество красивых приемов. Родители и тренеры поддерживали в момент поражения, разделяли радости побед. У многих это были первые соревнования. Я родом из Нижнеколымского улуса, поселка Андрышкино. И сейчас я расскажу про этот бой. Этот поединок был очень сложный. Выиграл 16-10. Он очень высокий был. Я просто защищался половину. А так делал контратаки, защищался от приемов и боялся, когда он меня поднимал. Моего тренера зовут Айсен Александрович. И еще есть тренер из поселка. Его зовут Василий Алексеевич. Готовился к этим соревнованиям. Долго ходил на 2 тренировки. Еще я занимаюсь борьбой 2 года. В минувшие выходные в Уснере прошел турнир по зимнему футболу среди дворовых команд. За ходом соревнований на месте событий наблюдали наши корреспонденты. В минувшие выходные в Аймиконе проходил экстремальный зимний марафон. Уснерские мальчишки решили не отставать и показать, что мороз и снег футболу не помеха. Главная цель этих турниров – дать детям возможность проявить себя, почувствовать командный дух, радость борьбы и победы, а также показать, что даже в самых холодных уголках нашей страны спорт живет, развивается и объединяет. Мы старались сделать соревнования открытыми, доступными и по-настоящему праздничными, чтобы каждый участник почувствовал внимание и поддержку. Отдельно хочу отметить, что к нам обратились представители российского футболиста Алексея Смертина с просьбой организовать соревнования для детей. Для нас это стало большим признанием и дополнительной мотивацией. Я уверен, что именно через такие инициативы мы воспитываем любовь к спорту, веру в свои силы и уважение к родному краю. Уснера – это не только полюс холода, но и место, где зажигаются спортивные сердца. Играли 2 тайма по 10 минут. Конечно, футбол – это больше про лето, зеленую травку и солнечную погоду, а не минус 40. Но мальчишки показали мастерство и характер. Как, по твоему мнению, играть в футбол летом или зимой? Когда сложнее? Сложнее играть зимой, потому что ты весь укутанный, куртка, теплые штаны, уги. А летом удобнее, ты играешь в шортах, футболке, в спортивных кроссовках. Поэтому я считаю, что играть тяжелее зимой. А тебе вообще понравилось? Да, понравилось. Я так играю первый раз. Понравилось. Еще дальше будешь продолжать? Если будут такие, то буду участвовать. Победители турнира команда «Холод» получила в награду торт от легендарного футболиста, участника экстремального марафона Алексея Смертина. Светлана Поцелуева, Андрей Неустроев, Уснера. В
Покровске впервые за 5 лет организовали крещенские купания. Длительный перерыв был связан с пандемией и экстремально низкими температурами в предыдущие годы. Местом для оборудования купелей традиционно стала река Лена в черте города. Как прошел праздник Крещения Господня, расскажет наш корреспондент Виолетта Засимова. Доступ к купели открыли вечером в Крещенский сочельник 18 января. На льду установили 2 палатки, одну для переодевания и совершения омовения, другую для набора святой воды. Чин великого освящения воды совершил иерей Иаков Бояркин. Помогали ему прихожане местного храма Покрова Пресвятой Богородицы. О нем же благоволи. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Первым в освященную Иордань окунулся участник спецоперации, финалист кадровой программы «Якутия. Земля героев» Тит Захаров. Этой традиции мужчина придерживается уже 20 лет. В прошлом году я был на СВО, и случайно на выполнение боевого задания я заехал в заброшенную деревню, и там как раз вот попалась нам купель. Она заброшенная была, мы вот там искупались. Это был прошлый год, ровно 18 января 2025 года. Ну вот, по возможности, даже вот на войне даже получилось так, что мне вот, я искупался. Вот в прошлом году купался, и в этом году вот самый первый, оказывается. Впервые участие в крещенских купаниях принял и житель Покровска Аял Емельянов. Буду теперь каждый год, наверное, приходить, потому что очень понравилось. И на самом деле очень бодрящее. И это своего рода, наверное, тоже обряд очищения, как и у якутских поверьев, но все равно это очень помогает и улучшает здоровье и моральное, и духовное. Многие верующие приезжали к реке не для погружения, а чтобы набрать крещенской воды в принесенной с собой емкости. Я первым делом, когда я прихожу домой, я сразу же окропляю весь дом святой водой с молитвой, окропляю всех жильцов, всех своих детей, в общем, себя пьем эту воду. И когда вот если человек заболевает, то тоже обязательно принимаем натощак эту воду святую крещенскую. Но окроплять жилище обязательно надо, я считаю. Не только жилище, а еще и питье, еду. В общем, все, что, допустим, чем человек пользуется, то и окропляем. Крещенские купания продлились до обеда понедельника. В течение всего времени дежурили сотрудники ГИМС, полиции, пожарной службы и медики. Всего обряд омовения совершили около 70 человек. Виолетта Засимова, Хангаласский улус. К этому часу это все актуальные новости. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте телеканала Якутия 24. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире.